Спасибо большое. Мы продолжаем наш Крымский вечер. Мы будем говорить о событиях, которые произошли в Москве. Напомню, что вчера 20 крымско-татарских активистов вышли на Красную площадь с плакатами, на которых было написано «Наши дети не террористы». Сегодня под Верховным судом Российской Федерации было задержано 45 человек. Более подробно обо всем этом мы поговорим далее. Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Ну что ж, а мы продолжаем. С вами в студии Лариса Волошина. Это Крым Реали. И я напомню нашим слушателям и зрителям Facebook и YouTube платформ, что можно зазвониться к нам в эфир по телефонам 8 810 06 926. Это для жителей Крыма, для жителей материковой Украины. Телефон 044 490 31 18. Мы продолжим говорить о событиях в Москве. Напомню, что Верховный суд изменил приговор фигурантам бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Всем фигурантам срок был уменьшен на 3 месяца. Инверу Мамутову с 17 лет в колонии строгого режима до 16 лет и 9 месяцев. Ремзи Меметову, Рустему Абельтарову и Заври Асиитову с 9 лет строгого режима до 8 лет и 9 месяцев строгого режима. Также сегодня российская полиция задержала в Москве 45 человек, пришедших поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Активисты стояли под зданием Верховного суда с плакатами «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму». На задержанных были составлены админпротоколы. Расспросим более подробно об этом у наших гостей. Сегодня у нас с нами на связи Александра Креленкова, российская правозащитница. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Первый вопрос, который хотелось бы задать, о вчерашней акции. Почему начало акции в поддержку у фигурантов бахчисарайского дела Хизбут Тахрир было начато вчера на Красной площади? Ну, видимо, в исторической традиции крымские татары вышли на Красную площадь, как в 1987 году, пытаясь достучаться до российских властей, которые преследуют соотечественников в Крыму. Вчера же в офисе Московской хельсинской группы состоялась пресс-конференция, в которой вы принимали участие. Там говорилось о Хизбут Тахрир, о самой специфике дел против людей, обвиненных в причастности к этой организации. В этом ключе я хотела бы задать вам уточняющий вопрос. Почему вообще Хизбут Тахрир считается террористической организацией? Если, исходя из рассказов всех участников пресс-конференции, ни одного террористического акта никогда никем из тех, кто обвинялся по делу Хизбут Тахрир, произведено не было. Более того, в материалах дела против участников Хизбут Тахрир нету никаких доказательств даже подготовки к террористическим актам, либо разговоров о террористических актах. Почему тогда такая серьезная статья «терроризм»? Мы очень хотели бы это знать, но, к сожалению, это невозможно. В 2003 году Верховный суд Российской Федерации по неизвестных нам основаниях по обращению Генеральной прокуратуры признал организацию партии Хизбут Тахрир террористической, хотя не только те люди, которые осуждены по этому делу, никогда не призывали и не собирались совершать никаких терактов. Они также сама партия декларирует мирное и отказ от насильственных методов. И неизвестно в мире ни одного террористического акта, за который на себя взяла бы ответственность эта партия. То есть таким образом, или в какой-нибудь стране был бы доказан террористический акт. Тем не менее, много раз пытались обжаловать это решение 2003 года, это никому не удавалось.
Суд всех признавал ненадлежащей стороной, обращающейся за обжалованием. То есть это такая коллизия. Сажать за участие в партии можно, а обжаловать признание партии террористической нельзя. Александра, а сколько И всего да. таких людей? Таких людей сотни в России. И с тех пор, как Россия пришла в Крым, это 63 человека в Крыму. Сколько из них уже осуждены? В Крыму? Да. В Крыму 3 группы, итого это 13 человек. Скажите, пожалуйста, вот вчера в момент пресс-конференции Сергей Давидис, это представитель центра «Мемориал», называл цифры. Он говорил о том, что Крым занимает второе место, Крым и Севастополь, по количеству лишенных свободы в связи с обвинением в участии в группе, в частности, группе Хизбут Тахрир. И он называл пропорции. Он говорил, например, что в Татарстане это 75 человек осужденных с момента действия этой статьи, а в Крыму 63. Учитывая пропорции, учитывая концентрацию мусульманского населения в Татарстане и в Крыму, можем ли мы говорить о том... Сроки, а также сроки. Применялось российское законодательство, да. Вот расскажите подробнее, как можно трактовать подобные вещи, и подобные пропорции, и подобную статистику? То есть, да, мы совершенно очевидно, что учитывая, сколько лет Россия совершает уголовные дела, возбуждает в Крыму, сколько лет она делает это в Татарстане, то, конечно, ну и учитывая, то, в общем, мы можем говорить о том, что в Крыму более интенсивные репрессии по этой статье, и намного больше людей оказываются в зоне риска. Спасибо. Спасибо большое, Александра. Напомню, что с нами на связи была Александра Крыленкова, российская правозащитница, а у нас уже в эфире появился Синавер Нумитылаев, крымско-татарский активист, участник вчерашней акции в Москве. Здравствуйте, Синавер ага. Здравствуйте. Первый вопрос к вам по поводу вчерашней акции на Красной площади. Вам не страшно было выходить в центре Москвы с плакатами прямо на Красной площади? Наверное, страшно, если честно сказать. Но пришлось все равно выйти. Мы обычные люди, граждане. Как реагировали прохожие? Это был крик отчаяния, так скажем. Здесь в Крыму никто нас не видит, не слышит, репрессии продолжаются. Мы решили такой ход сделать. Заявить о том, что мы, народ, как народ, никогда не будем поддаваться их провокациям и будем требовать свои права. Синавер ага, а как реагировали прохожие на то, что вы стоите с плакатами? Были ли какие-то попытки заговорить или, наоборот, напасть? Нет, не было. Все нормально было. Как раз в Китае большая делегация там ходила. И фильм какой-то снимался. Ну ничего, охрана там не сразу заметила нас. Мы продержались там 6 минут. Потом решили, уже никто не подходит, только сворачиваться начали. Средства массовой информации, может, пишут, что 6 человек, 7 человек всего. Нет, там намного больше было. Где-то 40 человек. Мы уже вот старый Крым приехали. Нас встречает тут. Поэтому извините, что шумно. Ну, очень приятно, что вас встречают. И еще тогда вопрос. Сегодня Гульнара Бекирова, крымский историк, провела параллель между вчерашней вашей акцией в Москве на Красной площади и акцией, которая состоялась в 1987 году. Вы, насколько я знаю, были участником и тех событий. Сравните, вы могли бы сравнить вот тогда, 87 год, акция в центре Москвы на Красной площади, крымские татары, и вот сейчас, вчерашняя акция? В чем разница? Ну, тогда, во-первых, тогда положение совсем чуть-чуть другое было. Оттепель Горбачевская, так скажем. Тогда ясно шло указание оттуда крымских татар не трогать. Но сегодня в таких жесточайших условиях, я скажу, действительно наши старички
Они очень героические поступки, в общем, сделали в таких условиях. Ну ничего, нас 7 успели задержать, оформили протоколы и обязали явиться на суд 24 числа. Суд состоится в Крыму? Нет, они сказали, там, где сделано правонарушение, на Тверском районном суде, в общем, наше дело будет, административное дело будет рассматриваться. Спасибо большое. Спасибо, Синавер Ага. С нами на связи был Синавер Наметулаев, крымско-татарский активист, участник вчерашней акции в Москве, которая, напомню, прошла на Красной площади. 20 крымских татар вышли на Красную площадь с плакатами, и 7 из них были задержаны. А у нас на связи мы ожидаем связи с Александром Пиховкиным, российским адвокатом, у которого мы хотим расспросить более подробно об этой ситуации. Напомню, что речь идет о том, что сегодня в Москве Верховный суд должен был рассматривать изменение приговора фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Именно поэтому состоялась вчерашняя акция, именно поэтому люди вышли на Красную площадь, желая заявить о себе, привлечь внимание. Сегодня суд состоялся, и фигурантам дела Хизбут Тахрир срок был уменьшен, но на 3 месяца. Так, например, Инверу Мамутову, которого посчитали организатором Хизбут Тахрир, ему 17 лет колонии строгого режима, срок был сокращен до 16 лет и 9 месяцев, а остальным участникам Ревзи Меметову, Рустему Абельтарову и Ревзи Апсиитову с 9 лет строгого режима до 8 лет и 9 месяцев. То есть также сегодня в момент акции, в момент рассмотрения дела в Верховном суде под зданием проходила, где собрались крымские татары и российские активисты, поддержать фигурантов дела. Сегодня было задержано 45 человек. И люди просто стояли под зданием и держали плакаты, на которых было написано «Наши дети не террористы, прекратите репрессии в Крыму». Ну, на всех задержанных были составлены админпротоколы, и, как мы слышим, им необходимо 24 числа явиться в Москву для того, чтобы получить административное взыскание в связи со своей акцией. Мы уже упоминали о том, что вчера в Москве в офисе Хельсинской правозащитной группы состоялась пресс-конференция, на которой говорилось о Хизбут Тахрир, о том, что, несмотря на то, что это очень серьезная статья, терроризм, не было ни одного случая террористических актов, так же, как и не было ни одного случая подготовки или даже обсуждения террористических актов, никаких подобных сведений в делах фигурантов по делам Хизбут Тахрир не присутствует. А у нас уже на связи Александр Пиховкин, российский адвокат. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я хотела бы уточнить у вас дальнейшее продвижение ситуации с задержанными в Москве вчера, 7 человек на Красной площади, и сегодня 45 человек, на них были составлены админпротоколы. Что грозит людям за то, что они стоят с плакатами? Судебная практика российская складывается таким образом, что при первичном привлечении к ответственности по статье административного кодекса об административных правонарушениях 20.2, часть 5, это нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия публичного, предусматривается санкция вообще от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 40 часов. Как я сказал уже, практика российская складывается таким образом, что в подавляющем большинстве случаев при первом привлечении речь может идти о штрафе от 10 тысяч рублей. Ну, то, что
Вчера людей, которые вышли на Красную площадь, это было сочтено как некая акция, это понятно. А почему те, кто пришли под суд, под здание, они тоже были арестованы? Разве запрещено находиться под зданием суда? Вы знаете, закон о митингах может считаться несправедливым законом и, возможно, таким и является, но с несправедливыми законами надо все-таки бороться правовыми законными методами. Если этот закон устанавливает требования о нахождении от соответствующих зданий или там между собой, скажем, на расстоянии от 50 метров, это необходимо толковать буквально. И всякое нахождение ближе является формальным нарушением этого закона и порождает возможность привлечения к ответственности. Александр, вы вчера находились рядом с людьми, вы видели, как их задерживали, как их доставляли? Нет, я узнал, мне позвонили и мои коллеги из московской хельсинкской группы уже через некоторое время после их задержания, и я приехал сразу в ОВД Китай-город. Были ли какие-то жалобы со стороны задержанных на грубое обращение или что-то, или, возможно, применение силы? Первое, о чем я как раз у них поинтересовался, учитывая весьма почтенный возраст задержанных лиц. Это все люди, в общем, глубоко преклонного возраста. Они сказали мне, каждый из них сказал мне лично, что никаких грубой силы к ним не применялось, никакой грубости вербальной в том числе не проявлялось. Полиция поинтересовалась их состоянием здоровья и необходимостью оказания медицинской помощи. Они сказали, что в этом смысле у них претензий никаких нет. Ну, тогда еще вопрос по делу Бахчисарайской четверки Хизбут Тахрир. Может быть, вы можете это прокомментировать. Были сроки, приговор 17 лет, 9 лет людям. В итоге, после рассмотрения Верховного суда, срок был уменьшен на 3 месяца. Насколько это адекватное уменьшение срока? Почему 3 месяца? Почему не годы? Ну, или почему не 1 месяц? Да, почему не 1 месяц? Почему такая цифра 3 месяца? Суд выносит свои решения на основании внутреннего убеждения. И, к сожалению, вот эта цифра, да, она не очень укладывается в мозгу. Это соотношение нескольких десятков лет и сокращение срока на всего несколько месяцев. Тем не менее, суд, к сожалению, находится в этом смысле в своем праве. Мне сейчас сложно комментировать решение Верховного суда, но я хотел бы несколько слов буквально сказать про нарушения, которые я все-таки отметил в отношении задержанных лиц. Да, конечно. Вот. Речь идет о нарушении 3 базовых норм, сквозных норм для, собственно, всего права и процесса. В частности, речь идет о нарушении права на участие в производстве на родном языке или о предоставлении переводчика. Статья 24.2 Кодекса об административных правонарушениях. Эти люди, которые были вчера задержаны, заявили письменное ходатайство об этом, оно было оставлено без внимания и без рассмотрения. Это серьезное нарушение. Едва ли не более серьезным нарушением является нарушение статьи 25.5 Кодекса о праве на защитника, о праве на участие адвоката в производстве по делу. Такое ходатайство, опять же, заявлялось письменно каждому из участников и, к сожалению, также оставлено без рассмотрения и без внимания. Наконец, самостоятельное
самостоятельное нарушение образуется тем, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает необходимость рассмотрения письменных ходатайств немедленно после их заявления. Мгм. Этого сделано не было, и это является самостоятельным нарушением. Спасибо большое. Спасибо, Александр. С нами на связи был Александр Пиховник, российский адвокат, который вчера занимался задержанными на Красной площади и задержанными сегодня уже под судом. То есть, а мы идем дальше. У нас на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Здравствуйте, Эмиль. Да, здравствуйте. Мы обсуждаем дело, во-первых, задержания в Москве сегодняшнее 45 человек, вчера 7 человек, дело фигурантов Хизбут Тахрир, рассмотрение в Верховном суде. И первый вопрос к вам. Вчера была пресс-конференция в офисе Московской Хельсинской правозащитной группы, и там, например, Виталий Пономарев, руководитель одной из программ правозащитной организации «Мемориал», он сказал о том, что в делах Хизбут Тахрир очень часто присутствует фальсификация. Ну, как в конкретных каких-то деталях, так и концептуально. Во-первых, говорится о том, что есть справки ФСБ о том, что Хизбут Тахрир запрещена в 28 странах, и это не совсем так, потому что ФСБ не может представить никаких примеров, кроме стран СНГ. И также говорится о конкретных случаях, когда фальсифицируются протоколы, подбрасываются какие-то материалы. И вот эти дела Хизбут Тахрир, мы знаем, что их осужденных, арестованных уже 63 человека в Крыму. Насколько вот эта проблема фальсификации в момент задержания, проведения судов, насколько она актуальна и остра сегодня? Да, она очень актуальна. Почему? Я приведу пример одного из последних задержаний, вот 24 крымских татар по такой категории дел, по статье вот террористической. Мой подзащитный там Тофик Абдулгазиев, он заявил и под протокол, и мне сказал, что ему подкинули книгу, то есть исламскую литературу, когда проводили обыск. Но это не самая страшная проблема. В самих судах, когда в военном суде вывозят людей, там есть такие институты, как скрытые свидетели, как экспертизы. Вот, там самое страшное кроется, потому что это абсолютная ложь, то, что говорят скрытые свидетели. И мы это, я думаю, доказываем в суде. И экспертизы не выдерживают никакой критики. И, по сути, других проблем, более мелких, тоже огромное количество. Об этом мы сегодня говорили в Верховном суде Российской Федерации. Но, к сожалению, это политически мотивированные дела, это дела против активистов, поэтому они остаются, эти страшные приговоры, по-другому я не назову, сумасшедшими сроками, вот, 17-9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вчера также говорилось о том, что приводился в пример, заявление было сделано в прошлом году, в мае, с мая месяца начались заявления руководителей ФСБ. Вот ФСБ, например, заявила о том, что рассматривает Хизбут Тахрир как наиболее опасную террористическую организацию для Российской Федерации. И тогда же, вчера же правозащитники говорили о том, что у них есть основания предполагать, что во-первых, на борьбу с мусульманами в Крыму отвлекаются огромные ресурсы, а во-вторых, они прогнозировали, что речь идет не просто о серии неких процессов, которые рано или поздно закончатся, а речь идет о серьезной проблеме. Насколько, на ваш взгляд, возможно усиление именно вот таких дел, увеличение таких дел? Ну, опять-таки, мы смотрим на факты, на последние аресты. Вот только за эти 2-3 месяца, это в Крыму около 30, даже более 30 арестованных по делам Хизбут Тахрир, как мы их называем. Поэтому какого-то просвета, послабления в этом нет. Продолжаются массовые аресты по этой категории дел. Вот. И заявление, конечно, ФСБ очень странное, потому что ФСБ до настоящего момента не доказал ни одного террористического акта, либо подготовки террористических актов на данный момент. Мы не видим за 5 лет в уголовных делах лишь литературу и разговоры. И очень странно, что именно эта организация называется как самая страшная какая-то террористическая организация. Действительно очень странно.
Ну, также один из моментов, на который вчера указывали правозащитники, это то, что под видом борьбы с террористической организацией идет давление на организацию «Крымская солидарность», которая занимается правозащитой, помощью и опекает семьи политзаключенных. Вы усматриваете в том, что сейчас происходит уже политическое давление и давление на инакомыслящих? Конечно, ну мы об этом часто говорим. Инструмент борьбы с терроризмом, законодательство в России превратилось именно в инструмент борьбы с инакомыслием и с активистами. Вот десятки были в этом году задержаны по террористическим статьям активистов Крымской солидарности. Это были волонтеры, это были те, кто там организовывал определенные моменты. Вот мой подзащитный звук организовывал на Крымской солидарности, был как звукооператором, и другие ребята, которые были активистами. И мы усматриваем именно давление, конечно же, на активистов в первую очередь с помощью вот этого инструмента борьбы с терроризмом, якобы под такой эгидой, да. Спасибо большое. Спасибо, Эмиль. С нами на связи был Эмиль Курбединов, крымский адвокат. А мы послушаем, мы сейчас пригласим к себе в эфир Энвера Кадырова, председателя правления организации «Правозащитное движение Крыма», и поговорим далее об этой теме. Здравствуйте, Энвер. Здравствуйте. Вчера Лилия Гимиджи в момент пресс-конференции в офисе Московской Хельсинской правозащитной группы сказала, что это сроки от 9 до 17 лет вынесены людям вот это преступление. Насколько можно говорить о том, что происходящее в Крыму, в частности, в Крыму, осуждение людей по террористической статье без каких-либо признаков, не просто проведения там терактов, подготовки к терактам, обсуждения терактов. Насколько можно говорить, что это не правовое действие? Это действительно не правовое действие, это политическое действие. Это, как сказал Эмиль, мой коллега с Крыма, сказал о том, что борьба с инакомыслием, она так и есть. Используются политические методы борьбы с инакомыслием. Я бы хотел сказать о следующем, о том, что как украинский юрист я не могу комментировать российское законодательство, но хотелось бы сказать о том, что в Украине законодательно никак не преследуется. То есть в то время, когда было влияние большой России на Украину, были некоторые случаи, как было до 2014 года, когда под давлением России в Крыму были попытки заведения уголовных дел по причастности к Хизб ут-Тахрир. Но они рассыпались в судебных инстанциях, эти попытки. Вот. И суды не признавали никаких экстремистов и тем более террористических моментов. Они все в судах рассыпались, все попытки завести уголовные дела, они рассыпались. Но мы должны понимать, что тот СБУ, Севастопольский СБУ, который первый совершил попытку заведения уголовных дел, он в полном составе перешел на сторону России в 2014 году, потом говорит о том, что это делалось, когда, я не знаю, с каким-то благим намерением. Нет, ясно и четко проследует след России, чтобы в Крыму всяческие инакомыслия, или как говорят многие политологи в Украине, конкуренция идей. Энвер, вчера тоже же указывалось на то, что Российская Федерация, оккупировав территорию Крыма, не имеет права, согласно 4-й Женевской конвенции, менять законодательство украинское на российское, проводить судебные процессы по российскому законодательству, вывозить людей с территории Крыма. И все это трактуется как военное преступление, согласно конвенции. И вот здесь возникает вопрос, насколько украинское государство настаивает на нарушении
нарушении этих конвенций, и будут ли какие-то санкции относительно тех, кто проводит вот эти задержания, обыски? Ну, во-первых, Украина должна сама четко определиться, потому что среди политологического, допустим, как бы следующего, да, относительно Хизбут Тахрир никаких, как бы, таких мыслей про то, что это там экстремистская организация или тем более там террористическая организация, нет. Есть, ну, как бы радикального толка там идеи, которые ставят на том, чтобы мусульмане твердо придерживались веры в Аллаха и соблюдали церковный ислам. Здесь абсолютно идея, здесь абсолютно вот, ну, религиозная такая вот основа, да, и здесь получается, что преследуя идеи, преследуя вот, как бы свободу вероисповедания, идет нарушение такие вот ужасные. Но я бы хотел сказать о том, что в Украине все равно так или иначе осталось вот это вот такое предвзятость к мусульман, может быть, из-за того, что не совсем ясно разбираются специалисты в этих вопросах, хотя многих вот таких, как Сергей Ганеев, Игорь Кемерович, которые четко знают Хизбут Тахрир, о том, как он развивался в Крыму, там, например, и так далее. Да? Эти вещи они четко и всегда озвучили о том, что абсолютно никакой угрозы не существует, и на протяжении 20 лет независимости Украины никаких вот таких моментов не происходило в Крыму. А были, наоборот, именно, так сказать, пророссийские силы. Всегда констатируется факт, разделяют там ненависти и так далее. Все помнят эту казачью общину Соболь с их актами постоянно в адрес крымских татар о том, что такие вот, ну, явно татары ненавидческие, мусульманы ненавидческими такими лозунгами выходили и будоражили там русскоязычное население. Ну вот я уже задам тогда последний вопрос, прокомментируйте его, пожалуйста. Вчера, например, Сергей Давидас из «Мемориала», он говорил о том, что преследование такого количества мирных мусульман в Крыму может привести к радикализации других мусульман и создает ситуацию нестабильности. Вот на ваш взгляд, насколько это возможно в Крыму, провокация насилия и провокация радикализации? Я считаю, что это вообще противоречит духу. Я не знаю, крымские татары на протяжении истории они подвергались гонениям, и они выработали определенную тактику. Эта тактика в 20 веке была применена, и это говорит о мирном протесте. Тактика ненасильственной борьбы. Да, тактика ненасильственной борьбы. И поэтому первое, это то, что Россия неадекватно воспринимает вообще угрозу, которую она в 2003 году приняла в список экстремистских или там террористических организаций. Есть, конечно, наряду там действительно, которые принимают физические действия, но что касается Хизбут Тахрир или там братьев мусульман или там Лиг Джимат, по которым так или иначе существуют попытки возбуждения уголовных дел в Крыму, они вообще, ну, я вам скажу, неадекватные, а с правовой точки зрения пропорциональные той, так сказать, общественной опасности. Это вот мысль, которую озвучил Виталий Пономарев, сотрудник «Мемориала». Он четко и ясно говорит о том, что то, что применяет Россия в преследовании инакомыслия, да, в лице Хизбут Тахрир, это вообще нонсенс. Спасибо. Спасибо большое, Энвер. С нами на связи был Энвер Кадыров, председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма». А мы продолжаем наш крымский вечер прогнозом на завтра. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии». Вы слушаете «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская и Лариса Волошина. Вот пока я шла к вам с новостями завтрашнего дня, тут две важные новости, мне кажется, для нашего эфира, поэтому я их озвучу. Обе сообщает информационное агентство ТАСС. Первая новость. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-секретаря российского государства Дмитрия Пескова. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Тут стоит отметить, что пока ни на сайте Кремля, ни на сайте администрации президента Украины информации по этому поводу нет, но есть сообщение агентства ТАСС. Будем, конечно же, проверять, что сообщил Песков по данным агентства ТАСС. Обсуждались вопросы урегулирования, цитирую, на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контакта в нормандском формате. Напомним, что ранее на этой неделе, вот в контексте всей этой истории с телемостом, который так и не состоялся, президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина поговорить по возможности и предложил как такую площадку Минск, в частности, президент Украины предложил поговорить о ситуации в Крыму. Ну и вторая новость, которая важна для крымчан, точнее для севастопольцев. Опять-таки агентство ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова сообщает, что президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы этого региона назначен Михаил Развозжаев. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Подтверждения этой информации на сайте подконтрольного России правительства Севастополя пока нет. Следите за сайтом Крым Реалий. Ну и к новостям завтрашнего дня у нас много интересного. Да, далее мы продолжаем говорить о том, что принесет нам завтрашний день. Вот, например, Наталья Поклонская приготовила список криминальных чиновников для Владимира Зеленского. Об этом экс-прокурор аннексированного Крыма сообщила на своей страничке в Facebook. По ее словам, ее повеселило общение президента Зеленского с секретарем Бориспольского горсовета. Далее цитата: «С учетом моего прокурорского прошлого хочу облегчить работу президента Украины по выявлению таких представителей власти и подсказать следующих на выход: Андрей Порубий, Виталий Кличко, Петро Порошенко, Александр Турчинов, Олег Тягнебок, Арсен Аваков, Игорь Мосейчук, Олег Ляшко и Юрий Луценко». Цитируем Наталью Поклонскую. Давайте напомним, что же так повеселило Наталью Поклонскую. Накануне Владимир Зеленский во время поездки в Борисполь, это в Киевской области, в довольно-таки резкой манере призвал покинуть зал городского совета секретаря Ярослава Годунка. В частности, Зеленский возмутился якобы криминальным прошлым политика. Сам Годунок потом заявил, что намерен подать иск президенту об оскорблении чести и достоинства. А я в этом контексте вспоминаю, как на одной из пресс-конференций Наталья Поклонская рассказывала, что когда она, ну я не знаю, корректно говорить, сбегала из Киева в Крым или переезжала из Киева в Крым вот в 2014 году, она рассказывала, что она якобы папочки с собой прихватила из прокуратуры, и у нее теперь есть дело на очень много разных лиц, которые якобы и в Крыму действовали, и на территории материковой Украины. Вот такая Наталья Поклонская. Ну а гостям Керчи не понравился запах канализации рядом с городским пляжем. По Нимфейской дороге от горпляжа вдоль обводного канала чувствуется стойкий запах канализации. Это стало причиной того, что отдыхающие, приехавшие в Керчь с палатками, успешно собрались и уехали. Об этом туристы рассказали редакции Керчь ФМ. У нас есть фрагмент этого звонка. Просто мы там все, там много людей, машины уехали, потому что там такая вонь была, фекалий, там дети у нас. Мы решили посмотреть, что там, подошли к этому заливчику, а там прям на дне какашки плавают, как бы там вся вода черная и вонище невозможно там. Я не уверена, что есть что добавить. Мы только скажем, что вот, как сообщает редакция Керчь ФМ, несколько дней назад публиковало издание информацию о том, что в канале всплыла мертвая рыба, и, возможно,
запах туристы спутали с канализационными стоками. Выяснять это отправились журналисты сайта. Они подтвердили, что вдоль канала стоит неприятный запах. Тем не менее, рыбаки продолжают ловить рыбу. И один из рыбаков рассказал Керчь ФМ, мол, это не канализация, здесь червяк-плывун зашел, вот и воняет. Это цитата. Это очень сложно и про червяков, и про канализацию. А в Госдуме России заявили, что ущерб от Крыму от Украины, наконец они это посчитали, составил $2 миллиарда. Об этом заявил глава рабочей группы по оценке ущерба Крыма и Севастополя, первый вице-спикер Госдумы России Иван Мельников. Это параметры, это цитата сейчас, это параметры только по 3 комитетам и только по некоторым позициям, но мы видим, что лишь вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений выявляют ущерб на $2 миллиона, цитирует Мельникова Интерфакс. То есть вот $1 миллиарда, простите. То есть я думаю, что, очевидно, речь идет вот поэтому про канализацию. Ну, Теперь понятно, кому предъявят просто интересно, претензию. потому что они же уже считали вроде как что-то и насчитали ранее, ну, по крайней мере, в российском парламенте Крыма говорили о том, что они насчитали этот ущерб в размере 2,5 триллионов рублей. По-моему, это совсем не равнозначно $2 миллиардам. Тем не менее, напомним, что такую инициативу подсчитывать ущерб Крыму от Украины предложил вот не так давно, несколько месяцев назад, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Значит, по его мнению, нужно считать с 1991 года по 2013. И вот они сейчас в специальной комиссии вот этот ущерб считают. Каждый считает по-своему, кто в рублях, кто в долларах. Очень интересно. 15 марта должно состояться заседание Совета Госдумы с российским парламентом Крыма, правительством Севастополя. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявляет, что Россия должна потребовать от Украины компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым входил в ее состав. Ну, а в Крыму тем временем мошенники возмещают ущерб за приобретение якобы некачественной косметики. Будьте бдительны, крымские пользователи косметики. Да, вот такая новость. Сообщает нам ее Кафа Ньюс. В последнее время участились случаи обмана граждан под предлогом компенсации за якобы приобретенный ранее некачественный товар. Причем, если ранее мошенники прочили компенсацию за покупку некачественных биологически активных добавок, то есть БАДов, то сейчас потерпевшим предлагают возместить ущерб за приобретение якобы некачественной косметики или любого другого товара. Схема обмана проста. Мы вам ее расскажем, чтобы вы не попали под эту схему. Жертве звонит неизвестный, представляясь работником правоохранительного органа или работником адвокатской конторы, и сообщает, что фирма, в которой ранее приобретался товар, например, косметический крем, занимается мошенническими действиями, и ее накрыла полиция. Так как гражданин является потерпевшим, ему положена компенсация вроде как в 10, 50 или 100-кратном размере в зависимости от стоимости товара. Однако для получения компенсации гражданину необходимо внести взнос в размере 3% или 5% или 10% налога от суммы компенсации. Жертва переводит деньги на указанный счет, однако никакую компенсацию, конечно же, не получает. Таким образом, жительница Керчи лишилась суммы в 13,5 тысяч рублей. Полиция призывает жителей быть бдительными, и мы вас призываем быть бдительными, слушать радио Крым Реалии, читать новости на сайте Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе самой важной информации. Для вас работали Лариса Волошина и Елена Римовская. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания.